Всем привет. Так, никто не зашел пока что. Люди, кому слышно? Поставьте плюсики. Так, пока что здесь только 2 зрителя я вижу. Так, пока здесь 7 человек. Ага. Будем ждать хотя бы, пока наберется 100. Так, сколько здесь человек уже? Так, кто пришел из паблика? Напишите паблик. Так, всем видно, да? Смотрите, тут такой момент, то что мой голос доходит до вас с 30-секундным опозданием. Поэтому будут некоторые трудности с обратной связью. Я буду вам говорить, потом, то есть я вам буду задавать вопросы, потом буду ждать ваш ответ. Так, кто с какого города? Напишите свой город. Ага. Так, много кто с паблика, да? Так, Мирас Керимбай, Алматы, Караганда, Костанай, Кызылорда, Шымкент, Караганда, Экибастуз. Прикольно, Зыряновск, Тарас, Шымкент, Павлодар, Жанатас, Кызылорда, Өскемен, Алматы. Вау, прикольно. Приозерск, Атырау, Семей, Ахтубе. Так, прикольно сегодня у нас трансляция со всего Казахстана, реально, да? Так, хорошо. Сегодня добро пожаловать всем, кто смотрит. Сейчас вас 53 человека пока что. Вы попали в первый день тренинга «Снайпер ЕНТ». Первый день бесплатный. А кто хочет подробнее познакомиться и научиться решать, смогут записаться на остальные 6 дней занятий. Так, ну что, тогда начнем? Все, поняли то, что со всего Казахстана собрались. Так. Так, для того, чтобы сегодняшний урок прошел продуктивно, возьмите обязательно ручку и тетрадь. Будете много записывать. Так, пока здесь 56 человек. Я тогда начну рассказывать про себя. То есть быстро познакомимся, потом перейдем к делу, будем решать задачи. Так. Хорошо, вот зовут меня Аблай, фамилия Ахмедкали. Окончил я
Казну имени Аль-Фараби, факультет механико-математический, по специальности математика. В 2014 году, в прошлом году, получается. На ЕНТ я набрал 119, получил, получается, медаль «Отличник ЕНТ». Окончил физмат республиканский в 2010 году. С 2012 года работал в Институте математики и математического моделирования. Практику проходил в физмате республиканском. С 2013 по 2014 год преподавал, был преподавателем Олимпиадного резерва по математике в лицее. Руководитель учебного центра Академии ЕНТ, а вообще преподаю с 2010 года. Так. Так. Многие из вас знают меня по паблику. Вот этому паблику. Академия ЕНТ. Многие из вас зашли именно отсюда. Здесь, наверное, прочитали отзывы, как прошли прошлые занятия. Платные, бесплатные. Так. Хорошо, тогда все готовы? Все взяли ручки, тетради? Ставьте плюсики. Кто взял ручки и тетради? Let's go, Василий Антонов. Отлично. Так, возьмите ручки и тетради. Сейчас будете записывать. Ставим плюсики, кто взял. Кто готов полностью приступить к занятию. Ага, все готовы. Так, хорошо, приступаем тогда. Все, хватит. Хватит ставить плюсики. Так. Угу. Все, тогда начинаем. Так. Так, смотрите. Сегодня мы будем разбирать один вариант, и вы посмотрите, сколько в нем задач, которые можно вообще не решать. То есть, которые выходят очевидным образом. К примеру, вот, то есть именно в этом варианте, я не помню, какой это номер вариант, тест НЦТ, в этом варианте можно 13 задач решить таким способом. Так, смотрите, решите уравнение 3х квадрат плюс 2 равен нулю. Смотрите, если мы перенесем двойку в правую часть, у нас получится 3х квадрат равен минус 2. Но теперь смотрите, какое бы число мы ни взяли, если возвести его в квадрат, оно не будет отрицательным. Следовательно, ни один из этих вариантов не подходит. А, Б, Д и Е. Наш ответ будет С. Всем понятно? Кому понятно, поставьте плюсики. Так, у нас 30-секундная задержка, поэтому подождем ваш ответ. Надеюсь, всем понятно.
Ага, всем все понятно вроде. Хорошо, тогда идем к следующей задаче. Переходим к следующей задаче, это третья задача. Из данных функций выберите возрастающую показательную функцию. Смотрите, предположим то, что вы не знаете, предположим, вы знаете, что такое показательная функция, да? Тогда вы сразу можете убрать вариант А и вариант Б, так как вы знаете то, что показательная функция – это функция в виде y равен А в степени x. Теперь смотрите, таких вариантов у нас три – c, d и e. Предположим то, что вы даже не знаете, какая функция будет возрастающей, то есть в каком случае функция будет возрастающей, показательная функция. У вас получается будет три варианта c, d или e. И теперь смотрите, здесь нужно исключить неправильные варианты, чтобы остался правильный. Смотрите, в варианте c у нас а больше нуля. В варианте d у нас а лежит. Смотрите, вот если нарисуем, варианте, предположим, вот это 0. Смотрите, в варианте c у нас будет а больше нуля. То есть от нуля и до бесконечности. В варианте d а лежит между нулем и единицей. То есть вот здесь. В варианте e а больше единицы. Следовательно, мы можем подставить значение, взять любое значение а, подставить, посмотреть, что будет. И тогда исключить неправильный вариант. Предположим, возьмем там а равен 1/2, то есть 0,5. Что тогда будет? Смотрите, когда x у нас равен нулю, тогда составим такую таблицу. Вот значение x, вот это значение y. Смотрите, если x у нас равен нулю, то есть тогда функция вот y равен 0,5 степени x. Смотрите, тогда если x равен нулю, тогда y будет равен единице. Если x равен единице, тогда y будет равен 1/2. Если x будет равен 2, тогда y будет равен 1/4. И так далее. Как видим, значение убывает. Значение y с ростом значения x убывает. Значит, мы точно знаем то, что значение от 0 до единицы не подходит. Значит, можем смело вычеркнуть вариант d. Вариант c тоже входит в то есть 0,5 входит в вариант c. Следовательно, его тоже можно вычеркнуть. И наш ответ y равен а в степени x. На самом деле, те, кто знают теорию, они спокойно решат. Но для тех, кто не знает, вы можете вот так посмотреть, проверить, и у вас очень быстро выйдет. Кому понятно, поставьте плюсики. Так, опять задержка. Хорошо. Так, смотрите, я забыл сказать самую важную вещь. Сейчас расскажу о самой важной вещи. Смотрите. Так. Смотрите, когда вы решаете задачу, смотрите, как говорится, умный в гору не пойдет, умный гору обойдет. То есть на ЕНТ вы можете одну задачу решить за 30 секунд, а можете решить за 2 минуты. Можете решить за 5 минут. Но от этого у вас ничего не изменится. Вам и за эту задачу, которую вы решили за 30 секунд, и за эту задачу, которую вы решали 5 минут, у вас будут одинаковые баллы. По 1 баллу на каждую задачу. Поэтому что нужно делать? В первую очередь, сидя на ЕНТ, то есть нужно решить легкие задачи. Задачи, которые можно решить таким образом, натыкать реально. То есть убрать все неправильные варианты и очень быстро найти правильный вариант. А потом идти к тем задачам, которые очень сложные и которые не удастся таким способом решить. Там уже надо будет конкретно решать, сидеть там 3 минуты, 4 минуты, 5 минут над каждой задачей. Но именно таким образом можно решить 10-15 задач во время ЕНТ. Спокойно можно так за 30-40 секунд быстро решить задачи. А потом все время уделить трудным задачам. И не надо недооценивать значение 2-3 баллов на ЕНТ, потому что это
играет очень важную роль. Когда я сдавал документы в университет, я писал 4 специальности. Первая специальность была ИС, информационная система, вторая – математическое и компьютерное моделирование, и третья специальность – математика. И теперь смотрите, у меня, получается, из 125 было 94 балла, а из 100 у меня было, то есть из 125 было 119 баллов, а из 100 было 94. И получается, я не смог поступить на специальность ИС, потому что там проходной балл был 96 баллов. На МКМ проходной балл был 95. То есть, смотрите, на ИС у меня не хватило 2 баллов. На МКМ у меня не хватило 1 балла. А на специальность математика там проходной был 87 баллов, если я не ошибаюсь. И я набрал 94, поэтому поступил вот на эту третью специальность математика. Поэтому на ЕНТ главное не первее всех сделать, главное решить как можно больше задач. И как можно более правильно проверять задачи, 2-3 раза проверять. Так, теперь смотрите, еще более важный момент. Если у вас вариант ответа будет 5 ответов, это очень важный момент, записывайте. Смотрите, если у вас будет 5 вариантов ответа, вариант А, вариант там, Б, вариант С, Д и Е, да, то вероятность просто найти правильный ответ у вас будет равна 20%. Получается, вероятность там А, Б, С, Д, Е у каждого будет 20%. То есть вы не знаете, какой из них правильный. И теперь смотрите, если вы найдете то, что один из ответов точно неправильный, и вычеркните этот ответ, к примеру, вот вариант D оказался неправильным, тогда вероятность угадать правильный ответ у вас будет равна 25%. Понятно, да? Получается 4 ответа и поровну делим. Получается, вероятность поровну делится, остается 25% на каждый вариант. Если вы уберете еще один вариант, вероятность угадать правильный ответ у вас будет 33% на каждый вариант. Если вы если вы сотрете 3 неправильных ответа, тогда вероятность угадать у вас будет равна 50%. Если вы сотрете все 4 неправильных варианта, то ваша вероятность правильно найти ответ будет равна 100%. С этим всем все понятно? Поставьте плюсики. Так, к сожалению, на казахском нельзя, потому что в прошлый раз мы говорили и на казахском, и на русском, и это очень затянулось на 2 часа. Поэтому придется в этот раз очень быстро на русском. Кому непонятно, это видео будет в записи, получается, в YouTube. Вы прям вы можете перекрутить, просмотреть еще раз. Со словарем перевести, я не знаю, спросить у знакомых. Так, вроде всем все понятно, хорошо. Плюсики, да? Все, тогда идем дальше. Смотрите, следующая задача, 4. Решите систему уравнений. Смотрите, как бы вы решали обычным способом. Вы бы написали 5 в степени 5х плюс y равен пятерке в квадрате, да? Потом приравняли бы показатели степеней 5х плюс y равен двойке, да? И дальше решали бы, да? Потом здесь приравняли бы 3 в степени 2х минус y равен 3, 9, 27, 81, 243. То есть тройки в 5-й степени. Но как можно сделать это намного проще? Смотрите, можем подставить просто значение а минус 1 и 1 вот сюда. Если 5 умножим на минус 1 будет минус 5, плюс 1 минус 4. Значит, минус 4
смотрите, не равен 2. Значит, вычеркиваем этот вариант. Следующий, минус 1 и 3. Получается, смотрите, 5 умножаем на минус 1, будет минус 5, плюс 3. В результате у нас выйдет минус 2. Значит, этот вариант у нас не подходит однозначно. Третий вариант. c, то есть x равен единице, y равен минус 3. Получается 5 минус 3. И как видим, здесь он равен 2. Вот он. Равен 2. Теперь на всякий случай проверим остальные варианты. Вариант D. 5 умноженное на x, то есть единица, плюс y единица. Получается 6. Это не равно двойке. И вариант E. Тут все отрицательно. У нас результат тоже будет отрицательным. Значит, мы однозначно определили правильный ответ. Вариант С. Значит, мы даже можем не смотреть вот во вторую часть, системы. Можем даже не смотреть. Мы однозначно через ответы нашли значение x и y по первой строчке системы. Всем понятно, как мы это сделали? Поставьте плюсики. Трансляция будет длиться, скорее всего, около часа. Угу. Так, подожду задержку. Ага, все, мне видны ваши плюсы. Я думаю, что всем все понятно, и идем дальше. Смотрите, пятая задача. Решите систему неравенств. Логарифм x по основанию 7 меньше либо равен 2 и x больше 18. Смотрите, для нас очень важная часть вот эта x больше 18. В варианте А у нас значение x от 0 до 49. Но нам известно то, что x больше 18. Следовательно, вариант А мы можем вычеркнуть. В варианте С тоже от 0 до плюс бесконечности. Но нам известно то, что x больше 18. Значит, вариант С мы тоже можем вычеркнуть. Теперь смотрите, у нас в варианте Е, смотрите, здесь от 0 до 18, хотя x должен быть больше 18. Значит, этот вариант мы тоже можем смело вычеркнуть. У нас остается два варианта, B и D. Мы подставим значение из варианта D. Если оно не подойдет, тогда наш ответ будет B. Смотрите, проверим значение D. Поставим любое значение, ну скажем 49. Так как здесь квадратная скобка, это 49 включительно. Проверим, смотрите. Логарифм 49 по основанию 7. Это равно двойке. Следовательно, удовлетворяет первую строчку системы. Теперь смотрите, 49 больше 18. Следовательно, он удовлетворяет вторую строчку системы. Значит, наш ответ будет D. Вариант B будет неправильным. Все, вот так мы решили пятую задачу. Кому понятно, поставьте плюсики, чтобы я видел. Да, Нуржан Багаов, метод постановки. Правильно говоришь. Амир Ахмеджанов, да, были те же задания. Никто и не обещал новые. Лоис. Угу. Вроде всем все понятно, хорошо. Идем дальше. Шестая задача. Решить уравнение 2 косинус квадрат x минус косинус x равен 0. Смотрите, первое, что приходит в голову, это вынести косинус x за скобки. Вынесем косинус x за скобки. Внутри в скобках получится у нас 2 косинус x минус единица. Это равно 0. Теперь смотрите, то есть у нас есть два варианта. Либо косинус x равен 0,
либо 2 косинус х минус 1 равен нулю. У нас есть вот эти два варианта. Теперь смотрите, возьмем просто первый вариант, самый простой, косинус х. Когда косинус равен нулю? Когда х равен π пополам плюс πk. К у нас целое число. Ага. Так, теперь смотрите, в какие из ответов входит этот ответ. Х равен π пополам плюс πk. Смотрите, в первом варианте у нас 2πn. То есть это неправильно. В варианте b ничего похожего даже нету. Тут плюс-минус π на 3, плюс πn. Вычеркиваем. Третий вариант здесь пока есть. Дальше идем. Вариант d. π плюс 2πn плюс-минус π на 3 плюс 2πk. Этот вариант тоже не будет правильным. Следующий вариант e. π пополам плюс 2πn. Здесь у нас должно быть просто πn. Поэтому мы этот вариант можем вычеркнуть. У нас получается правильный вариант остается только вариант c. Смотрите, мы, получается, второй вариант даже не рассматривали, то, что 2 косинус х минус 1 равен нулю. И сразу его нашли методом исключения. То есть мы нашли первый ответ, просто вычеркивали ответы, в которых нет этого ответа. Вариант А, вариант Б, Д, Е. И остался вариант С. И тут, получается, вот π пополам плюс πn это решение первого. То есть первого значения косинус х равен нулю. И второй вот плюс-минус π на 3 плюс 2πk. n и k, то есть целые числа. Здесь мы, получается, нашли решение вот второго варианта, когда 2 косинус х минус 1 равен нулю. Всем понятно? Поставьте плюсики. Агасе Керопян. А какой шанс в процентах, что попадутся 13 таких заданий? Очень большой шанс, потому что я прорешал очень много вариантов. Там как минимум 7-8 задач можно решить таким способом. В одном из вариантов было даже 17 задач. То есть одна из учениц решила таким способом 17 задач. Так, все, идем тогда дальше. Хорошо. Седьмая задача – найти 5 первых членов геометрической прогрессии, у которой b3 равен 4, b4 равен 8. Просто подстановка посмотрим. Смотрите, b1, b2 смотреть не будем. Вот b1, b2 смотреть не будем. Посмотрим сразу третий. Здесь, смотрите, b3 должен быть равен 4. Здесь шестерка, здесь минус 2, здесь 4, здесь 8, здесь 5. И вот здесь как раз, смотрите, в варианте c b3 равен 4, b4 равен 8. В остальных вариантах такого нет. Следовательно, наш ответ c. Здесь, я думаю, ни у кого вопросов нет. Всем понятно? Сотку проносить не советует Улиген Нургалиев. Сам решай лучше. Так. Все, хорошо, идем дальше. Восьмая задача. Найдите наименьшее целое число, входящее в область определения функции y равен корень из 2х минус 3, деленный на х квадрат минус х минус 2. Смотрите, у нас спрашивает наименьшее целое число. То есть надо обращать внимание на такие моменты. Поэтому целесообразно будет начать проверять самых маленьких значений. Самых наименьших значений. То есть в данном случае у нас наименьшее значение это вот 0. После него следует единица, после него двойка,
тройка и четверка. Следовательно, будем по возрастанию. В порядке возрастания проверять значение, да? Поставим значение 0. Тогда у нас что получится? Когда подставляем значение 0, получается корень из 2х, это 2 умноженное на 0, минус 3. Этот вариант мы не можем принять. Следовательно, мы вычеркиваем вариант 0. То есть это не входит в область определения. Следующее значение, единица, получается тоже. Смотрим, что будет под корнем. 2 умноженное на единицу минус 3. Это корень из минус единицы. Следовательно, здесь вариант С тоже вычеркиваем. Следующий вариант Б. Подставим двойку. Что будет под корнем? 2 умноженное на 2 минус 3. Это будет единица. Без проблем. А что будет в знаменателе? В знаменателе будет 2 в квадрате минус 2 минус 2. И получается у нас 4 минус 2 минус 2. Это будет 0. А мы не можем делить на 0. Следовательно, вариант b равен 2 мы можем вычеркнуть. И смотрите, вариант d. Поставим вариант d в числитель. Там получится 2 на 3 минус 3. Получается корень из 3. В знаменателе будет 9 минус 3 минус 2. В знаменателе будет вот 9 минус 3 минус 2. Это равно 4. Следовательно, никаких проблем нет. И это число входит в область определения. Область определения функции y равен корень из 2х минус 3, деленный на х квадрат минус х минус 2. Наш ответ будет d. Всем понятно? Поставьте плюсики, кому понятно. Кому понятно, ставим плюсики. Так, вроде всем все понятно. Хорошо, идем дальше. Угу. 9-я задача. Найдите производную функции. Смотрите, когда мы берем производную функцию, обращайте внимание на коэффициенты. Вот здесь у нас 16, да? В степени. Показатель степени у нас равен 16. То есть, когда мы возьмем производную от этой функции, мы, получается, умножаем на 16. И плюс еще производная от выражения, которое вот в скобках, у нас будет равна 1/2. Следовательно, мы 16 умножаем на 1/2. И здесь можно дальше ничего не писать, просто мы поняли то, что у нас коэффициент будет равен 8. Смотрите, 16 умноженное на 1/2 будет 8. И смотрите, здесь у нас в варианте А 16, в варианте Б у нас здесь 48, это неправильно. В варианте С у нас здесь единица, это тоже неправильно. В варианте D у нас вот 8. В варианте Е у нас 16. 16 у нас не подходит, вот наш ответ. Производная функция f от x равен такому-то, такому-то значению. Ответ будет 8, то есть умноженное на 1/2 x минус 3 в 15 степени. Всем понятно? Поставьте плюсики. Если слишком быстро объясняю, можете перекрутить, посмотреть, потом подключиться к нам. Угу. Ну, вроде всем все понятно, все отвечают вариант D. Ага. Так. Хорошо. Вот только вижу ваши плюсики. Ага. Так, тогда идем дальше. 10-я задача. Сумма трех чисел равна
сотни. Отношение второго числа к первому равно 5, а третьего к первому равно 2/3. Найдите эти числа. Смотрите, ну, если напишем через А, Б и С, получится, что А плюс Б плюс С равен сотне. Это первое. Потом, смотрите, отношение второго числа к первому, b деленное на А, равен 5. Из этого следует то, что b у нас равен 5а. 5а. Также отношение третьего числа к первому, это то есть c деленное на А, это у нас равно 2/3. Из этого следует, что c у нас равен 2/3 А. Теперь смотрите, b равен 5а, это означает то, что b однозначно больше А. Так как здесь у нас все числа положительные. И c меньше, чем А. И сразу можем посмотреть. Смотрите, в варианте А у нас 13, 65, 22. 13 меньше, чем 65, и в то же время меньше, чем 22. Но 13, смотрите, у нас c меньше, чем А. c у нас равен 22, А равен 13. Значит, вариант А здесь у нас не подходит. В варианте Б 14, 70, 16. Точно так же 16 это С, 14 это А. С должен быть меньше, чем А, но у нас здесь выходит то, что С больше, чем А. Поэтому вычеркиваем однозначно. В варианте С все нормально. 15 больше, чем А, и меньше, 15 больше, чем 10 и меньше, чем 75. В варианте Д 16 меньше, чем 80 и больше, чем 4. В варианте Е 12, 60, 28. 12 меньше, чем 28, значит вычеркиваем. У нас, получается, остается всего два варианта. Вариант С и вариант Д. Смотрите, если мы проверим первый вариант, вариант С, и он окажется правильным, то все отлично, мы нашли правильный ответ. Если он окажется неправильным, то мы автоматически отмечаем то, что вариант D будет правильным. И смотрите, 75 деленное на 15 равно 5. Все совпадает. И точно так же 10 деленное на 15 равно 2/3. Понятно, да? И, ну, их сумма равна сотне. Это понятно. Значит, наш ответ будет С. Кому понятно, поставьте плюсики. О, уже поставили, да? Угу. Так, все отлично. Хорошо, идем дальше. Так, всем все понятно, поэтому идем дальше. 12 задача. Решите уравнение. Смотрите, когда у вас такие уравнения, в первую очередь что приходит в голову? В голову приходит то, что вот это x, скорее всего, будет степенью тройки. То есть, если есть вариант, который очень удобно и легко проверить, надо проверить. И смотрите, среди этих ответов, какой ответ у нас степень тройки? Вариант D, 9. И смотрите, получается логарифм, получается логарифм 9 по основанию 3 равен 2. Правильно, да? И получается, что наша задача сводится к логарифм двойки по основанию 2. Это понятно, то, что равно единице. Значит, наше предположение оказалось верным, вариант D. То есть, смотрите, когда у вас приходят задачи, в которых можно проверить, ставьте варианты, которые легче всего проверить. Вот в задачах с логарифмами это, скорее всего, числа, которые являются степенями какого-то числа. То есть, как сказать, целыми степенями какого-то числа, которое в основании. Понятно, как мы это решили?
Так, у кого вопросы, не относящиеся к теме, пишите мне в личку, тогда я вам отвечу. А чат засорять не надо, чат чисто для плюсиков, минусов и так далее. Все хорошо, всем понятно. Угу. Тогда идем дальше. Так, подождите. 15 задача. Решите систему неравенств. Тангенс x меньше нуля и косинус x меньше нуля. Смотрите, тангенс x это означает синус x, деленное на косинус x. И это меньше нуля. Но смотрите, нам известно то, что вот этот косинус x, он меньше нуля. Это означает то, что синус x больше нуля. И у нас получается вот такая система. Синус x больше нуля, косинус x меньше нуля. И если будем это чертить, получится, смотрите, когда синус x больше нуля. Вот, синус x больше нуля, косинус x меньше нуля. Наш ответ будет вот во второй четверти, вот здесь. И теперь смотрите, здесь у нас, обращайте внимание на такой момент, как скобки. Обращайте внимание на такой момент, как скобки и неравенство, знак неравенства. Строгое это неравенство или не строгое. То есть здесь у нас синус x строго больше нуля и косинус x строго меньше нуля. Значит, в ответах у нас вот такие квадратные скобки не пойдут. Квадратные скобки для случаев, когда будет вот так. Больше либо равно, меньше либо равно и так далее. Значит, вариант А можем однозначно вычеркнуть. В варианте, смотрите, в варианте D у нас вот здесь фигурирует квадратная скобка. Ее тоже можем вычеркнуть. В варианте Е у нас здесь фигурирует фигурная скобка. Ой, квадратная скобка. Значит, ее можно вычеркнуть. И у нас остается два варианта. B и C. И теперь мы смотрим, какая больше у нас подходит. Смотрите, вторая четверть. Синус x больше нуля, косинус x меньше нуля. Вторая четверть это вот как раз вариант С. Π пополам плюс 2πn. То есть от π пополам до π. И там период 2πn. Следовательно, наш ответ вариант С. На самом деле, если вы это знаете, да, то можно однозначно решить то, что это С. Но в чем проблема? То есть, когда вы полностью решите 25 задач, вам будет тяжело потом перепроверять. Но если вы в самом начале уберете эти заведомо неправильные варианты, когда у нас здесь квадратные скобки, вы однозначно знаете то, что это неправильно, сразу можете стереть. Тогда вам будет легче проверять. Кому понятно, как мы решили эту задачу? Поставьте плюсики. Угу, всем понятно. Хорошо, идем дальше. Так, 16 задача. Найдите наибольшее и наименьшее значение функции f от x равен x квадрат плюс 8, деленный на x плюс 1 на промежутке от 0 до 3. Смотрите, у вас из головы вылетели все формулы, вы ничего не помните, да? Вы не помните, как находить экстремумы, там, наибольшее, наименьшее значение, минимум, максимум. И вам надо каким-то образом выкрутиться. Что можно сделать в таком случае? Смотрите, можно просто подставить эти значения. Это будет чуть дольше, но зато вы однозначно найдете правильный ответ. Смотрите, вот у нас, посмотрим, проанализируем ответы А, Б, С, Д, Е. Здесь у нас восьмерка присутствует в трех вариантах. В варианте А, в варианте С и в варианте Е. И получается, смотрите, если мы проверим, восьмерка у нас, если окажется возможным вариантом, тогда наш ответ будет либо А, либо С, либо Е. Если восьмерка у нас невозможный ответ, то есть неправильный ответ, тогда наш ответ будет либо Б, либо Д. То есть мы вот так можем сразу отсечь почти, чуть меньше половины, то есть 40% или 60% вариантов. Теперь смотрите, подставим значение. Х квадрат плюс 8, деленное на х плюс 1, равно 8.
Теперь смотрите, что будет. Х квадрат плюс 8 минус 8х. Так. Минус 8 равен нулю. Теперь смотрите. 8, 8 сокращаются. Остается х квадрат минус 8х. Это означает, х за скобки вынесем, останется х минус 8. Равен нулю. Теперь смотрите. Отсюда у нас следует то, что либо х равен 8, то есть х равен 8. Но смотрите, х равен 8 у нас не входит в область определения от 0 до 3. Значит, этот вариант отсекаем. Остается вариант х равен нулю. То есть этот вариант возможен. Х равен нулю. Значит, варианты b, вариант d можем убрать. Наш ответ или А, или С, или Е. Теперь смотрите, у нас восьмерка, это был наибольший вариант, да, наибольшее значение. То есть оно оказалось правильным. Теперь мы можем проверить значение, найти наименьшее значение. Вот минус 4, 2, либо 4. Теперь смотрите, когда мы подставляем значение минус 4, что у нас последует? Х квадрат плюс 8. Получается так, х квадрат плюс 8, то есть равен минус 4, минус 4 х минус 4. Что получается? Х квадрат плюс 4х плюс 12. Это равно нулю. Но смотрите, х квадрат плюс 4х плюс 12. На что это похоже? Заметьте, помните формулу? А квадрат плюс 2аб плюс b квадрат. Это у нас формула а плюс b в квадрате. Вот здесь у нас в качестве 2аб выступает 4х, а в качестве а квадрат выступает х квадрат. Значит, это у нас похоже на х плюс 2. Получается х плюс 2 в квадрате плюс, смотрите, у нас было бы х квадрат плюс 4х плюс 4, а у нас здесь плюс 12. Плюс, значит, надо добавить еще восьмерку. Это будет равно нулю, да? Но смотрите, х квадрат, х плюс 2 в квадрате, он в любом случае больше либо равен, чем 0. Число, которое больше либо равно нулю, плюс 8, это будет однозначно больше нуля. Следовательно, этот ответ не подходит нам. Минус 4 тоже можем стереть. И смотрите, у нас остается два варианта. 2 и 4. То есть после минус 4 мы проверяем двойку. Так как после минус 4 самый наименьший у нас будет двойка. Подставим двойку. Что получится? Х квадрат. Ну, я сразу напишу. То есть вы там сами вычислите. Получится х квадрат плюс 8 минус 2х минус 2 равно нулю. Что означает, что выходит дальше? Х квадрат минус 2х плюс 6 равно нулю. Так. Ага. И смотрите, это у нас на что похоже? Х минус 1 в квадрате плюс 5. Это тоже у нас однозначно больше нуля. Значит, можем вариант равен 2 стереть тоже. Остается вариант 8 и 4. Все? Всем понятно, как мы это сделали? Так, жду ваших плюсиков. Нуржан Умирбек, да, трудновато, но бывает ситуация, когда вообще формулы вспомнить не можешь. Тогда можно логически вот так решить.
Так, кому непонятно, вы здесь видите, кто поставил минусы, вам видно людей, которые поставили плюсики. Добавьтесь к ним в друзья, обменяйтесь контактами в скайпе и объясните друг другу. Или позвоните по телефону. Угу. Ну, плюсов много, по идее. Так, идем к следующему варианту, к следующей задаче. Каждой букве соответствует одна из цифр от 0 до 9. Так, подождите. 25-я задача. Каждой букве соответствует одна из цифр от 0 до 9. Какая цифра соответствует букве С, если А2С минус С2А равен С96? Смотрите, наша система называется десятичной. Что это означает? Вот, обратите внимание на слова, да? То есть назовем любое число. 5283. 5283. Смотрите, внимательно прислушайтесь к словам. 5000. Значит, 5 умножаем на 1000. 5200, то есть 2 сотни. 2 сотни. 80. Это означает 8 десяток. То есть 8 умноженное на 10. 83 плюс 3. Из этого что следует? То есть здесь мы видим это степени десятки. 1000 это десятка в третьей степени. Сотня это десятка во второй степени, то есть в квадрате. Десятка это 10 в первой степени. А здесь, когда 3, это означает 3 умноженное на 10 в нулевой степени. 10 в нулевой степени это равно единице. И аналогичным образом... Так, подождите, это очень важный момент. Здесь многие перестают понимать. Скажите, здесь все понятно? Поставьте плюсики. До этого момента все понятно в этой задаче? Так, отлично. В этот раз почти всем понятно. Не ожидал такой реакции. Хорошо. Ага. Но если вы заметите, такая задача часто приходит, похожие задачи. И если вы сейчас это поймете, вы сможете решать все такие задачи. Там, где вместо цифр у нас какие-то буквы обозначения. Так, смотрите. Каждой букве соответствует одна из цифр от 0 до 9. Какая цифра соответствует букве С, если А2С минус С2А равен С96? Смотрите, вместо А2С, если таким же образом напишем, получится 100А плюс 20 плюс С. С2А у нас будет 100С плюс 20 плюс А. Теперь смотрите. То есть от этого мы отнимаем... Ну, то есть от первой строчки мы отнимаем вторую строчку. Тогда что у нас получится в результате? 100А минус А это будет 99А. С минус 100С минус 99С. 20 и 20 у нас сокращаются. Что у нас остается? 99. Вынесем за скобки. Останется А минус С.
Теперь смотрите. Вот это выражение 99 а минус c равно c 9, 6. Смотрите, с левой части, здесь нужно обращать внимание на делимость. В левой части фигурирует число 99, то есть 99 умноженное на а минус c. В правой части у нас число, оканчивающееся на 96. То есть, смотрите, посмотрим трехзначные числа, делящиеся на 99. Первое число это 198. Дальше. 297. Дальше. 396. И вот смотрите, в этот момент у вас должно было в голове что-то щелкнуть. Так, смотри, здесь же 96, и это число делится на 99. Понятно? То есть дальше это повторяться не будет для трехзначных. То есть здесь будет 96 только в этом числе. 396. Значит, мы однозначно можем сказать, что c равен 3. И вот подставляем как раз ответ c равен 3. Ставьте плюсики, кому понятно. Так, всем понятно, да? Отлично. Какие впечатления от сегодняшнего занятия? То есть мы полностью прорешали один вариант. Напишите свои отзывы. Смотрите, сколько задач мы решили. И из одного варианта получается. Первая, вторая. 12 задач. Вы сами в этом убедились. Как ваше впечатление? Думаете, то есть сделали для себя выводы, как можно легче решать во время пробных? И сколько ожидаете получать на пробных после этого урока? После этого занятия один парень писал то, что увеличил свои баллы на 2. То есть набирал постоянно не больше 8. И на следующий день, то есть в субботу, написал на 10 баллов. Угу. Так, сейчас вы просто поняли, для того, чтобы научиться очень быстро решать, именно во время пробных вам надо прорешать как минимум 20 вариантов. То есть именно делать упор на решение таким образом. Если вы будете решать именно таким образом и сделаете, то есть решите 20 вариантов, у вас уже закрепится навык, и в принципе любой вариант сможете вот так щелкать очень быстро. Так, а те, кто хотят, могут продолжить занятия на тренинге Снайпер ЕНТ, то есть оставшиеся 6 дней. Это был первый бесплатный урок. У нас есть еще 6 уроков. То есть они будут на этой неделе со среды.
Получается, нет, подождите, не 6 дней, 4 дня будет. Среда, четверг, пятница, суббота. 4 дня, по 2-2,5 часа будут занятия. На этих занятиях мы порешаем около 150 задач именно таким способом. Те, которые участвовали в продолжении, писали вот такие вот отзывы. Они, кажется, сейчас даже сидят в чате. А Раилун писала то, что до этого набирала 22-23 балла за час, а после этого начал набирать 23 балла за 30 минут. И 17 заданий решила, как мы учили. Еще одна ученица написала то, что подтянулась на 4 балла. Все, кому интересно, можете пройти по ссылке. Сейчас она выйдет. Все вопросы. Так, все вопросы можете задать Тимуру. Так, можете писать сюда. Я вот оставил ссылку vk.com END консультант. Напишите Тимуру, он вас проинструктирует обо всем. Платный курс стоит 4900 за 4 дня занятий. Хорошо тогда. На этом сегодняшний вебинар окончен. Всем пока. Жду вас на продолжении тренинга. Так, всем пока. Пересмотреть видео можно, да. Так, всем пока. Все, я отключаюсь тогда. Спасибо, что пришли на сегодняшний первый урок.